14 августа – один из самых страшных и трагичных дней в истории нашей страны. В этот день, ранним солнечным утром, войска Госсовета Грузии вторглись на территорию Абхазии. Сегодня, глядя на мирное небо над головой, мы вспоминаем тех, кто отдал жизни за абхазскую землю, и благодарим выживших. Именно им, героям этой кровопролитной войны, посвящена выставка, открывшаяся в Музее боевой славы имени Ардзинба. Братьям, прибывшим уже 15 августа на помощь Абхазии, добровольцу номер 1 Султану Сосналиеву, приехавшему в республику, охваченную войной, полковником СССР и ставшим героем для всей страны, а также женщинам, отважно вставшим рядом с мужчинами в бою. Роль добровольческого движения в нашей победе, 30-летие которой отмечаем в этом году, неоспоримо важна для нашей истории. Наши братья из 13 стран и 33 национальностей, кто по зову крови, кто по зову сердца, России и Юга России, Кабардино-Балкарии, Чечни, Северной Осетии, Южной Осетии, Адыгеи, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Татарстана, Башкирии, Удмуртии, Приднестровья, Прибалтики, Польши, Азербайджана, Аджарии, Белоруссии, Казахстана, Литвы, Эстонии, Украины и Польши встали рядом с нами, чтобы защитить честь и свободу маленького народа, храбро отстаивавшего свое право на жизнь. Прибыли сюда и потомки насильственно перемещенных абхазов из Турции, Сирии и Иордании. На открытии выставки присутствовали ветераны Отечественной войны народа Абхазии, члены правительства, добровольцы и гости из братских республик, общественные деятели, а также руководитель администрации президента Абхазии Джансух Нанба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин и посол Южной Осетии в Абхазии Олег Бациев. Это война, которая оставила глубокие раны в наших сердцах. Не только в наших сердцах, но в сердцах тех людей, которые сегодня здесь присутствуют. Это и многочисленная делегация добровольцев. Не все сегодня рядом с нами здесь. Многие ушли из жизни. Но хочется, чтобы память о них, слава, которую они принесли нам, молодому поколению, оставалась в наших сердцах на долгие века. К нам из Северного Кавказа тропами, потому что границы были закрыты, пришли на помощь наши единокровные братья. Зов крови, по духу близкие, наши братья на помощь братскому абхазскому народу. Низко кланяемся вам, мои дорогие. Мы всегда, этот подвиг бессмертный будет передаваться из поколения в поколение, пока жив хоть один абхаз. Это вы герои Кавказа. После войны наша организация в составе 11 человек, матери погибших, почтили память добровольцев Северного Кавказа. Мы только в Чечне не были, потому что там на тот момент шла война. Но все северокавказские республики мы объехали. Мы чувствовали такую какую-то вину, что ли, но настолько эти женщины были крепкие духом, вот поэтому вы такие, мои дорогие, что они даже не то что укорили, они были горды вами. Пока есть хоть один живой абхазец, все, кто участвовал в этой войне, приносил нам свободу, все будут помнить этот день. И никогда, я желал бы, чтобы никогда не случалось повторение такой истории. Для всех, для нас, для тех, кто из Советского Союза, эта дата перекликается с 22 июня, с началом Великой Отечественной войны. А для вас это начало Отечественной войны народа Абхазии. В той войне свое плечо подставили добровольцы из России. Сейчас в нашей специальной военной операции активно участвуют добровольцы из Абхазии. Это нам в очередной раз яркое свидетельство того, что наши народы не просто дружественные, не просто братские, мы союзники, мы стратегические партнеры. На открытии выступили и участники войны, добровольцы, прибывшие из Кабардино-Балкарии, и ветераны.
Говорят добровольцы, добровольцы, постоянно говорят для нас добровольцев. Ни один доброволец Северного Кавказа, наши братья-чеченцы, братья-осетины, кабардинцы, вам никто не смог бы помочь, если вы включили бы, как говорится, заднюю скорость. Но народ показал, дух свой показал. Дети встали на защиту этой маленькой страны. Встали все женщины, все, кто мог держать оружие, кто не мог держать, свои дела делал. Поэтому эта победа достойна, наверное, достойна абхазского народа, и абхазский народ его заслужил. Август жухурзы, апхетуя губ, хатпла губхарала и бешо, айбешре яхзаз, шнак айбешре налага адрючна абрейхан. Рычайла хуна, хайбешотха, харахзаха, харахакуитрзаха, яз, султан Сосналеев апхет наргулана, апхетуя группа, яз, кабардан, нас уяшта хашхи хотсни заваз, шейвдрота брейр ехаз апсварин хоз. Закахрыз пшиз закам цыжя хартуз дараб яйц адждайт хан хахалаги. Убарти харта замч, убарти харта замцыжя хартырт ажвин ханагалт, а яй рахдыргит амч ханат. Едва переступив порог музея, попадаешь в круговорот историй героев, чьи фотографии заполняют залы первого этажа. От редких и ярких снимков добровольческого движения до фотографий женщин, героически сражавшихся за победу, которых здесь более 50 имен. Многие из них так и не вернулись в родные дома. В память, значит, женщинам, погибшим и живущим, мы подобрали место, я дал слово живущим женщинам: живите долго-долго. То, что от меня зависит, я буду идти до конца. Значит, может, кому-то покажется, что это донкихотство, но память, значит, о женщинах должна оставаться, и она должна быть достойна и на достойном месте. Архитектор Игорь Смыр показал собравшимся гостям концепт памятника, посвященного женщинам, сражавшимся за победу в этой войне. Также на мероприятии присутствовали гости из Южной Осетии. Зоя была в Абхазии в тот страшный день, когда началась война, и не покинула ее до самого Дня Победы. И среди этих женщин, я вот смотрю, фамилии есть и грузины, и осетины, и русские, не только абхазцы. И вот это показывает и доказывает то, что женщины более осознают, что война не нужна, которые 9 месяцев детей носят в животе, потом растут, они никак не ждут, чтобы кто-то их ребенка убил. Выставка будет доступна для посещения до 31 августа. Рада Чачава, Рамо Камкия, Абхазское телевидение.